Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Я всегда буду говорить это приветствие, потому что программа идет в записи, и я с вами здороваюсь в зависимости от того времени суток, когда вы нас включили, увидели эту программу. По многочисленным просьбам сегодня у меня в гостях экономист Петр Мигурский. Не буду долго представлять его, потому что наше время очень дорого, а у экономистов оно еще дороже, поэтому сразу переходим к делу. Здравствуйте. Добрый день. Многие, надеюсь, будет их еще больше, наши зрители пожелали с вами встретиться в очередной раз и сказали, что очень приятно и очень интересно вас слушать. Мне тоже приятно, хотя вы единственный, наверное, собеседник, с которым мне неудобно. Потому что профессия и вообще это призвание экономист для меня как темный лес. Спасибо зрителям. Спасибо зрителям. Мы в любом случае работаем для зрителя. Семашко заявил удивительную вещь. Оказывается, у нас с экономикой все в порядке. И мало того, что мы выходим из этой ситуации с высоко поднятой головой. Объясните, это он один так думает или мы чего-то не понимаем? Но я беру на своем примере жизни. Или народ к этому успеху государства никак не относится? Ну, я понимаю, ведь Семашко продукт этой системы, хотя он давно уже начинал работать еще в советские времена. Вот, он довольно авторитетный, скажем так, чиновник, специалист. Тем не менее, ему надо отрабатывать свою должность. В каком плане? Показывать, что, допустим, промышленность, а он именно курирует наиболее сложное направление в экономике Беларуси, промышленность, в том числе и энергетику курирует Семашко. Вот, поэтому ему надо как-то показать перед новым премьер-министром Кобяковым и перед президентом, что он все-таки не зря ест свой чиновничий хлеб. А на базе каких данных он делает эти выводы, довольно странные, кстати, для меня. Сложно сказать, потому что статистика не подтверждает. И он цифры, кстати, такие цифры, которые бы удивили или порадовали, тоже он не предъявил. Нет, он все-таки предъявил, но потом, когда стали разбираться, что это за цифры, это оказалось, что это месяц к месяцу. Допустим, сентябрь или сентябрь к августу или октябрь к сентябрю, да, но в данном случае сентябрь к августу, да, там получили некий положительный сдвиг к уровню прошлого месяца. Но извините, тенденция то как раз показывает ухудшение ситуации. Тенденция идет к ухудшению, да. Вот. Для кого тогда эти заявления? На кого они рассчитаны? На бабушку, которая в деревне? Вообще, кому это послание? Я хочу сказать, и бабушки уже не такие простые на деревне, чтобы слишком уж доверять телевизору, слишком доверять этой власти. Почему? Потому что они на себе Вы хорошо чувствуют... думаете о наших бабушках? Очень хорошо, потому что даже я сам дедушка. Я сам дедушка, и где-то параллельно есть такие же бабушки, как я, моего возраста. У нас бабушки 40 лет бывает. Вот, поэтому, если мы бабушку как старушку представляем себе, да, то, наверное, надо говорить там... Мы возрастную берем категорию. Возрастную. Бабушка, значит, 74 года и старше. Это уже, скажем так, старушка получается. Тем не менее, вот моя соседка однажды очень нелицеприятно, которой 83 года, высказалась об этой власти, которой она верила, за которую постоянно голосовала, но вот на микрофон сказать характеристику, которую она дала нынешней власти, я просто стесняюсь. Понятно. Так что и бабушки придется тоже. запикать. Не будем понижать пока культурный уровень нашей передачи. В вашем месте, в деревне, в той, где вы живете, вы же общаетесь с соседями, с возрастным уровнем ваших. Много ли таких, как эта бабушка, и вообще люди готовы на эту тему разговаривать? Или вам не интересно с этими людьми разговаривать? Вот вообще уровень политического созревания, экономического понятия в той ситуации, которая происходит сейчас в стране? Во-первых, я общаюсь с людьми не только в своей деревне. Я сейчас именно про деревню. Мы затронули уже тогда бабушек. Давайте. Но бабушки все смотрят телевизор, поэтому они до сих пор восхищаются. Так это и пугает, что... Да, вот именно, что именно телевизор формирует. Именно телевизор, почему? Потому что радио у нас нет, а газеты они не выписывают. Не за что выписывать газеты. А я думал, что холодильник формирует. Вот.
так и телевизор, и холодильник. Вот что. Но тем не менее, если мы рассматриваем телевизор как один из вариантов зомбирования населения, если вариант раньше был и холодильник тоже, вот, но он был полный, поэтому он зомбировал население. Ой, у меня такое ощущение, сейчас неважно уже какой холодильник, лишь бы телевидение шло, не отключили свет. Вот уже до такого маразма. Буду сидеть голодный. И лишь бы не было войны, лишь бы не отключили электричество, спасибо. Кстати, лишь бы не было войны, это самое, наверное, актуальное. Да, но она тоже, вот этот тренд, он уже уходит из жизни сельчан, потому что, сколько же можно? Сколько же можно уже обращать внимание на Украину? Я, наверное, с одним бы согласился, только если бы не было войны. Но когда? Вот я сейчас был 4 дня, проехал за 4 дня Польшу, Чехию, Германию. Я возвращался с таким камнем на сердце, я возвращался в серость такую. У меня слезы на глазах были, когда обратный путь лежал через Германию, уже Польшу, Беларусь. Мне так было жалко наш народ, не себя. Мне было жалко, что они не видят лучшей жизни, не знают, к чему стремиться. И назад, в прошлое, вот ощущение машины времени у меня было, что я возвращаюсь. То, что в Советский Союз, это понятно. Но кстати, Советский Союз довольно интересная тема. Ведь многие говорят, что в Советском Союзе жилось лучше. В самом деле, если сравнить жизнь нынешнюю в Беларуси и в Советском Союзе, я должен заметить, что жизнь намного ухудшилась. То есть я зря еще клевещу на Советский Союз, хотя я его помню. Да, но у меня только хорошее впечатление, потому что у меня было детство и юность, и у меня не было тех проблем экономических, глобальных каких-то, да, то есть было то учеба, спорт, учеба, романтизм какой-то еще. Я не столкнулся действительно с проблемой, пока не развалился, кстати, Союз, и мы не стали самостоятельной независимой державой. Вот, но стали самостоятельными, но у нас пример соседей есть. Литва, даже Латвия, Эстония. Эстония не соседка, но тем не менее, скажем так, одна из бывших братских республик Советского Союза, которая уходила в состав прибалтийских республик. Вот что. Значит, в советские времена, вот если взять 80-е годы, ведь была демократия. Это мы сейчас привыкли, сталинские времена, Советский Союз. В самом деле, ведь я вот работал председателем колхоза более 12 лет. Я хочу сказать, в колхозе без решения общего собрания какую-то ключевую задачу решить было невозможно. Например, сменить председателя колхоза. Это сегодня разорвали контракты, привезли нового руководителя. А тогда нет, тогда собрания шли по 2-3 дня, и пока не скажет председатель. Да нет, первый о чем секретарь. вы говорите. Первый секретарь снимал его с работы, но то есть он мог снять с работы, но оформить выборочную должность. Да, оформить этот съем с работы можно было только через общее собрание колхозников. И если толковый руководитель, люди его не отпускали. То есть вы Они хотите понимали, сказать, что демократии было больше? Конечно, было больше. И я хочу сказать, ведь почему сельское хозяйство в советские времена было более-менее у нас прибыльным. Потому что как раз вот один из элементов – это демократия. Ведь смотрите, наиболее высокие показатели по сельскому хозяйству, которые до сих пор в Беларуси не перекрыты, были достигнуты, как ни странно, в 1989 году. Стоп. А теперь поподробнее. Какие показатели? В целом производство валовой продукции. Если ее измерить в долларовом выражении, 1989 год – это для Беларуси рекордный год. Далее, ведь многие показатели и по поголовью, производство молока, мяса, яиц, яиц сейчас больше производится, они ведь многие рекорды, значит, 70-х годов, когда мы говорим, были застойные времена, нам было очень плохо жить, у нас были очереди и так далее и тому подобное. Сейчас очередей нет. Сейчас в магазин приди, 2-3 человека. Нету денег у людей. Ну, магазинов сейчас больше, чем покупателей. Мне такое ощущение, что они никогда не остановятся. Магазин должен быть в шаговой доступности. Это здорово. Но вот эти магазины в Могилеве как раз и уничтожаются.
магазины шаговой доступности, потому что сейчас мы, когда будем говорить об инвестициях, мы обязательно коснемся этих вопросов. Дело в том, что Могилев является рекордсменом по наличию торговых площадей общепита, рекордсменом не только в СНГ. Откуда такие данные? Это данные статистические. Более того, эти данные анализировались еще в моей книге «Могилев. Социально-экономический аспект» в 2013 году. Но Могилевская область не лучший показатель в экономическом плане людского фактора. Я имею в виду, что магазины должны расти там, где потребитель может потратить больше. Конечно. денег. На самом деле прибыльность торговых точек определяет не количество площадей, а платежеспособность населения. Вот об этом почему-то, на мой взгляд, забывают. На мой взгляд, забывают, когда слишком превозносят там роль банков. На самом деле это посредник. Вот. И забывают о заводах, о фабриках, о сельскохозяйственном производстве, о строительстве, о транспортных организациях. Вот что. То есть забывают о тех сферах нашей деятельности, в которых как раз формируется добавленная стоимость. Ну, раз мы коснулись темы, сейчас, раз уже назвали слово такое Могилев, тогда у меня к вам огромная просьба, и я думаю, что будет очень интересно нашим слушателям не только в Могилевской области, а нас, кстати, смотрит, я вам скажу, что смотрит нас Франция, Канада, Америка, Польша, Чехия. Это все вам привет из Могилева, дорогие друзья. Оценку экономического состояния Могилевской области даже не по сравнению с другими областями, а вообще, на ваш взгляд, тенденция экономического роста за последнее время и вообще ваши прогнозы, ну я уже не говорю о ваши диагнозы, как решить этот вопрос. Может быть, вы не владеете этой ситуацией? Почему не владею? Очень даже владею, есть свои рецепты решения. У вас регламента нет. Он универсальный, этот рецепт, поэтому пока поговорим по ситуации в Могилевской области. Да. Вот ситуацию, здесь будут данные проводиться за 9 или за 10 месяцев, я конкретизировать не буду, главная тенденция. Да. Во-первых, характерная особенность Могилевской области в том, что из года в год снижается ВРП, валовый региональный продукт. В чем важность этого продукта? Как раз-то он формирует объемы доходов населения, объемы заработной платы. Так вот, смотрите, по итогам за 10 месяцев валовый региональный продукт к уровню прошлого года снизился на 2,8%. В 2015 году, к 2014 был показатель еще хуже, значит 4,1%. Но вроде цифра небольшая, 2... Ну да, это триллионы рублей. Вот, почему? Вот. Люди цифру 2,1 могут в нашей, в своей жизни приравнять к маленькой цифре. Поэтому я хорошо сейчас о людях. Прошу последние вас называть цифры не только в процентах, но и в долларовом или в рублевом эквиваленте. Мы с вами погрязнем сейчас в этих цифрах, которые на самом деле, значит, они тяжело уловить ситуацию. Но миллиарды существеннее слышатся, чем проценты. Чем проценты. Вот для специалистов все-таки существенные проценты, потому что тенденция более ярко выступает именно через проценты. Так вот, смотрите, значит, дело в том, что есть понятие статистика, да? Угу. Это та служба, которая, значит, она не формирует, она собирает данные по всей экономике Могилева, сводит воедино и выдает этот продукт и государственным учреждениям, ну и кое-каких информационных. Статистика точна? Сложно сказать. И доводится ли эта статистика в полной мере до нас? Вы откуда черпаете эту информацию? Все данные берут только с официальных источников. Это сайт Белстат, это местная печать, вот, и это, значит, выступления отдельных чиновников, которые в порыве страсти иногда выдают некую секретную информацию, особенно там по безработице, вот, особенно по сокращению рабочих мест, кстати, в Могилеве, и таким образом можно, скомпоновав все эти данные, представить некую картину. Вот. Мы не будем говорить сейчас о приписках. То есть приписки имеются, но они не до бесконечности, поэтому приписывали в прошлом году, приписывали в этом году, но тем не менее, даже с учетом приписок мы видим с вами понижение объема валового реального продукта. Так вот, за последние 3
3 года среднее падение доходов, зарплаты жителей Могилевской области 4,5%. Ага. Это уже внушительно, согласитесь. Если мы преподносим на уровне, значит, чуть ли не государственной политики, что в среднем дали надбавку на пенсию 14 рублей по стране, значит, это, ну, извините, но это даже не 5%. Вот. Значит, и чуть ли не превозносим, как это мудрая политика нашего правительства, как успешность нашей экономики, так извините. Вот это вот падение доходов, реальных доходов, в том числе, кстати, пенсионеров, но это более такой, знаете, качественный показатель успешности, в кавычки, значит, нашей экономики, ну и качество управления нашим государством. Давайте возьмем некоторые иные моменты, которые касаются вот такой социально-бытовой, значит, социально-бытовой составляющей нашей жизни. Смотрите, у нас жилье в этом году построено на 70% уровня прошлого года. На 70%? На 70% только. Мы не добираем даже уровень прошлого года. Вот. Так может нет востребованности такой? Бесконечно жилье ну, нельзя во-первых, строить. смотрите, у нас за этот год население Могилевской области сократилось на 0,3%. Казалось бы, да. Но, обратите внимание, вот мы исследовали ситуацию 10 лет тому назад. Давайте возьмем Могилев, так проще, наверное, будет восприниматься. Значит, тогда на очереди стояло 26 тысяч человек на жилье 10 лет тому назад. Давайте представим, что каждый год, ну там по-разному бывает, минимум возьмем, 2000 квартир строится в год. Проходит 10 лет, 20 тысяч человек получили квартиры, на самом деле намного больше, конечно. Сколько у нас на очереди должно остаться стоять? Ну, в зависимости еще... Ну как вы думаете? То есть мы поиграем в вопрос-ответ. То есть цифра невообразимая для восприятия. Население Могилева не растет, идет довольно, скажем так, активное строительство жилья, и вдруг мы с вами видим, что очередь на жилье в Могилеве выросла до 31 тысячи человек. Скажите, как это можно объяснить? То есть в рыночной экономике... Вы скажите, как это можно объяснить? В рыночной экономике, значит, это необъяснимо. Вот. Даже для экономиста, даже для экономиста, да, кандидата наук. Да, кандидата наук, это даже необъяснимо. Ведь представить, что сегодня, допустим, в Берлине будет развернуто строительство, где пустует 100 тысяч квартир, и где в основном жилье арендное, что там начнут целые кварталы строить, я просто не могу представить. Поэтому, когда вы приезжаете в западный город, вы редко где увидите подъемный кран в городе. Да, то есть там кстати, как бы сформировались... Кстати, вот я этого не заметил, а вот вы сейчас сказали, и да, вот сейчас я проезжаю, спасибо большое, кофе от спасибо вам большое. бармена Максима, кафе «Республика». Краны я видел только в Варшаве. Да, в Варшаве, кстати, я видел тоже. Вот в Варшаве Польша строится очень как бы сейчас расширена, и не только дома, офисы, дороги, развязки. Стройка идет в Варшаве. Заметьте. В Чехии, в Германии я этого не видел. Вот. То есть там сформировался уже некий социум, который обеспечен в том числе и жильем, и им нет смысла. И если бы у нас рассмотрели эту ситуацию, когда чиновник себе строит, потом детям, потом внукам строит, и вот эта вот семья, они допустим, на перспективу, на перспективу 6-7 человек может обладать 3-4 квартирами, которые построены в несколько более льготных условиях, чем, допустим, для простого работяги. Но вы заметите, что вот Украина, мы еще с вами будем говорить про Украину, значит, когда подъезжаешь к Киеву, пригородный городок Дарница, да, я недавно насчитал там 22 подъемных крана, которые занимаются строительством жилья. Казалось бы, да. Но дело в том, что значит, строительство вообще-то считается локомотивом экономики. Поэтому вот через строительство государство пытается, местные чиновники также пытаются возбудить нашу экономику, в том числе и города Могилева. Увы, не получается. Посмотрите, сколько у нас пустующих квартир на сегодняшний день, которые
снижаются цены на них, но все равно люди не покупают. Платежеспособность населения в этом направлении, она очень низкая. Вот. Льготные кредиты банки не дают, поэтому, увы, строительный бизнес, он в конце концов, может просто-напросто уйти из города Могилева. Вот. Поэтому, характеризуя ситуацию, допустим, в экономике Могилева и Могилевской области, мы сталкиваемся с многими очевидными проблемами, которые взрастила нынешняя власть. И, допустим, давайте мы с вами, не будем говорить на сегодняшний день, о занятости населения, хотя мы можем коснуться этого вопроса. Промышленность. Опять же, важнейшая, главнейшая составляющая, которая в Могилевской области, где-то 35% валового продукта формируется как раз за счет промышленности. Вот. Увы, 1,2% снизили объемы производства промышленности. Более того, крупнейшие предприятия, такие как Могилев-Трансмаш, вагоностроительный завод, завод «Строймашина». Крупное предприятие. Могилев химволокно. Да. Химволокно было ранее градообразующим предприятием в Могилеве. Потом, скажите, почему было? Было, потому что в свое время на нем работало 29 тысяч работников. Сейчас работает где-то около 6 тысяч. На какой рынок они работают? Вот. Они, скажем так, что на сегодняшний день химволокно – это не то химволокно. Вы опять говорите про советское время? Нет, я про нынешнее время 29 говорю. работало в какое время? В советское время. Это 70-е годы. Опять мы возвращаемся, что, оказывается, лучше было. Что сейчас уже СССР лучше, чем современное было. Во-первых, что такое градообразующее предприятие? Это предприятие, на котором работает более 25% рабочего класса города. Сейчас у нас нет таких предприятий, которые в Могилеве, которые можно назвать градообразующие. Есть бюджетообразующие, да, в том числе, кстати, входит в этот состав и Могилев химволокно. Вот, поэтому сегодня химволокно, оно, кстати, наращивает объемы производства и наращивает как раз, и, кстати, есть там прибыльное производство, это производство пленки. Это то, что уничтожено было на заводе искусственного волокна, и завод этот был в свое время уничтожен, именно чиновниками уничтожен. Сегодня эти люди, они не пропали, специалисты не пропали. Те специалисты, которые работали на заводе искусственного волокна, они сегодня играют главную скрипку в получении прибыли Могилев химволокно. На сегодняшний день производство пленки, оно там 2%, по итогам 8 месяцев, оно 2% рентабельности имеет. Но если загрузить на полную мощность, они обязуются буквально иметь 5% рентабельности. Это очень высокий показатель. А 2% это высокий? Для химволокна, понятно, что это лучше. Для химволокна это очень высокий показатель, потому что они всегда были в минусе. Вот. А сегодня... Последние сколько лет были в минусе? Последние, наверное, 15-20 лет. Они, скажем так, при нынешней власти они и были всегда в минусе. Если они были в минусе и говорите при власти, значит, все-таки власть их додержала. Конечно, это огромнейшие были инвестиции. Несмотря на дело в том, все что отрицательно в данном случае. Если читать внимательно прессу могилевскую, то мы с вами заметим, как только приходит октябрь-ноябрь, будируется проблема Могилев химволокно. Вот специалисты рассчитали, что надо $180 миллионов для развития предприятия, тогда Могилев химволокно начнет производить рентабельную продукцию. Дают. То в долларах, то в миллиардах рублей дают, то опять в долларах. В конце концов, можно сказать, что на сегодняшний день на территории химволокно работают 4 предприятия. Из них, которое технический углерод производит для производства шин, на Белшине, Вот, это омское предприятие. Кстати, оно всегда будет в прибыли. Почему? Потому что они не зря, они ведь 140 тысяч тонн углерода должны производить в год, 120 тысяч из которых нужно перевести в Бобруйск. Мне вот вообще непонятно, почему именно здесь транспортные расходы. Посчитайте, это же экономично выгоднее сделать вот через Бобруйский, Бобруйский. То есть, в данном случае там покопаться в мозгах чиновника надо, наверное, психиатром все-таки, а не экономистом. Я свое гнилое слово тут, как экономиста, сейчас мое мнение вставлю. Дело в том, что такие предприятия являются как раз и одни из градообразующих. И если бы это предприятие было бы в Бобруйске, куда налог ушел бы? В Бобруйск, но не в Могилев. Понимаете? О чем я хочу сказать? Скажите, а государству какая разница?
Ведь на самом деле вы думаете, что без президента принималось это решение или без премьер-министра? Премьер-министру какая разница, где этот завод построить в Бобруйске и разгрузить довольно проблемный по занятости город и по доходам населения, или в Могилеве? Или, может быть, в Могилеве... Тут море нюансов. Да, море нюансов, и без коррупционной составляющей я как-то вот всего этого не вижу. На самом деле, ведь все это ложится на себестоимость производства шин. То есть это не по-хозяйски? Карбон в любом случае будет иметь прибыль. Почему? Потому что здесь подспудно мы некую связь улавливаем. Раз они построили здесь производство, значит, они точно знают, что Белшина возьмет их продукцию, а так как она возьмет продукцию, она с ними должна рассчитаться. Откуда рассчитаться? Из денежной выручки. Значит, существуют некие рынки сбыта. И не только в Европе, в Америке, но, наверное, и в России. Поэтому там просчитывается данная ситуация на десятилетия вперед. И если вдруг карбон не будет получать прибыль, он не будет производить продукцию, это рыночные отношения, они и в Беларуси рыночные отношения, тут ничего нового мы с вами не сделаем, значит, он просто не будет производить этот углерод, значит, углерод придется покупать еще дальше. В том же самом Омске, там тоже такое производство работает. Поэтому, на самом деле, если посмотреть на ситуацию в экономике Могилевской области, мы находим очень много странностей. Но я хочу на что обратить внимание. Значит, что когда мы ищем беды, да, в чем все-таки, давайте не рассматривать нашу тупую белорусскую экономическую модель, которой на самом деле нет. Есть система попрошайничества. Вот президент ездит всюду, просит деньги, на что они идут, непонятно, потому что это на самом деле государственная тайна, это не коммерческая тайна, это государственная тайна. Вот. Значит, мы с вами видим по 10 месяцев, значит, что Могилевская область сработала с прибылью, промышленность все-таки сработала с прибылью, хотя у нас каждое 4-е промышленное предприятие является убыточным. 25%. В прошлом году 25%, значит. Это уже не 2, не 3. В прошлом году убыточных предприятий было 18%, то есть рост на 26,5%. Вот. Тем не менее, когда мы с вами посмотрим на соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, она оказывается в пределах 1,6. То есть, если это соотношение превышает 2, по белорусским законам цифру 3, банкротство. В данном случае наступает банкротство. Вот в сельском хозяйстве там, где 7 к 1, а некоторые районы 40 к 1, там понятно. Да ладно. Там понятно, это 100% банкротство, поэтому в первую очередь ни частные, ни иностранные инвестиции в сельское хозяйство Беларуси не идут и не пойдут. Потому что это финансовая яма какая-то, финансовая пропасть. Вот, поэтому мы с вами наблюдаем такую ситуацию, что с одной стороны убыточное количество предприятий возросло, с другой стороны мы видим, что и прибыльность этих предприятий возросло. А вот за счет чего прибыльность возросла? А за счет частного сектора, в том числе за счет иностранных предприятий. Ведь за 10 месяцев количество госпредприятий в Могилевской области снизилось на 0,3%. На 1,7%. А вот частных предприятий увеличилось на 0,3%. Причем иностранных организаций увеличилось на 13%. И вот как раз частные предприятия и иностранные огромный предприятия... риск в этой стране делать инвестиции. Шикарное предположение. И про риски мы тоже поговорим, но коснемся, значит, это чуть позже, потому что мы с вами сейчас переходим к инвестициям. Так вот, если посмотреть на проблемы экономики Могилевской области, впрочем, как на проблемы в целом экономики Беларуси, мы видим, что нам недостает инвестиций. И когда мы посмотрим от года в год, мы можем найти некую параллель. Снижаются инвестиции, снижается и валовый региональный продукт. Вот. И если посмотреть, допустим, за 10 месяцев, что у нас произошло в плане инвестиций, мы будем говорить про в данном случае инвестиции иностранные, да, прямые иностранные инвестиции, это инвестиции в реальный сектор экономики. Вот, 115 миллионов долларов пришло, значит, из-за границы. Основная масса пришла из России. Внимание, на втором месте Литва, 30%, в экономику Могилевской области, на третьем месте Кипр. Решили вложить, 115 миллионов долларов, но за это же время... Это за год? Это за 10 месяцев. Даже за 10 месяцев.
За это же время из Могилевской области ушло в виде прямых иностранных инвестиций 230 миллионов долларов. Ага. Мы с вами видим реальную утечку капитала из территории, значит, Могилевской области. Но куда они ушли? 72% ушло в Россию, 17% внимания ушло в Украину. Вот можно представить себе мысли, значит, белорусских бизнесменов, которые влаживают свои деньги в украинскую экономику? Можно. Дело в том, что белорусская экономика в принципе сейчас деградирует, находится в состоянии стагнации, а вот украинская экономика, да, коррупция, да, нету Крыма, может и хорошо пока временно, что этого нету для экономики. Облегчили. Да, облегчили. Идет война, значит, на Донбассе идет война, а ведь экономика Украины поднимается постепенно. То есть кого слушать? Наших пропагандистов, которые говорят, что у нас стабильность какая-то, у нас стабильность нищеты. Вот это стабильность Беларуси. Кстати, японские заводы, немецкие открываются в Украине сейчас. Очень большое количество иностранных предприятий сейчас открывается в Украине. Мне пришлось столкнуться с новым современным металлургическим производством в Кременчуге. Я как-то был там по производственным делам и, значит, завели на этот завод. Это сказка. Это то, что в Швеции я видел фирма Scania, как они производят Scania, то я видел в Украине. То есть Украина, ведь почему Европа не открывает широко ворота для украинской продукции? Потому что украинская продукция одна из самых высококонкурентных. Украинская экономика воспитана на очень дорогом российском газе. То есть они вынужденно сегодня шагают впереди, не то что планеты всей, но многих стран развитых по уровню конкурентоспособности. Они, да. Вот. В Беларуси, увы, этого нет. Поэтому белорусский капитал, он в большей степени ищет, Россия, понятно, это долгосрочный, что бы там ни происходило в России, это долгосрочный наш, скажем так, экономический клиент. Вот. Но Украина, это для меня самого было открытие, что вот, скажем так, 17% прямых иностранных инвестиций для них пришло из Беларуси. И надо отметить, что я не хочу сказать, что власти ничего не предпринимают. Вот в ноябре прошла мельница успеха. Значит, такие площадки, они служат для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Но когда стали подводить итоги, значит, этой мельницы успеха, там подписали соглашение на 250 миллионов долларов, но когда раскрыли суть этих соглашений, извините, это смешно. Вот что они, значит, они подписали с Орловской области, значит, договора в торговле и в поставках сельскохозяйственной продукции. Извините, для этого не надо этой площадки. Это просто могут между собой субъекты хозяйственные заключать договора. Наверное, торговля. Да, торговля. Это менеджмент. Это просто должны работать менеджеры, продвигая свою продукцию на другой рынок. Пусть это на уровне области, пусть это на уровне холдингов наших, если они у нас существуют. Второе, значит, производство металлоконструкций. Значит, будет на территории свободной экономической зоны Могилев построено предприятие по выпуску металлоконструкций. Ребята, а у нас что, не производится металлоконструкции? И в данном случае мы что, не можем в 3 смены поработать и их производить? Обязательно давать льготы иностранному партнеру, более того, он будет вывозить прибыль в виде в иностранной валюты. То есть в данном случае я считаю, что недоработка местной власти. Но самый смешной проект, да, вряд ли он будет реализовываться, но ведь смотрите, как подается. Это проект строительства ресторана «Бюргер Кинг» на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Островского. Но то, о чем мы с вами говорили, у нас что, мало торговых предприятий, у нас что, мало площадей общественного питания. Уже тут, наверное, не идет о вопросе, мало ли. Хотят люди ввести инвестицию, а дальше неизвестно, что с этим будет. Хорошо. Вносят инвестиции, а там же провалится, развалится, продадут, уедут. Это капиталисты, это рыночники.
они считают свою прибыль. Они, если внимательно присмотрятся к экономике Могилева, если и посмотрят, что идет падение миллионов, а доходов населения, и что у нас буквально такой избыток этих площадей, что еще одна единица общественного питания, извините, а за счет чего они будут формировать свои доходы? Это иностранные инвестиции, довольно приличные, которые измеряются миллионами долларов, которые надо отбить и в конце концов получать прибыль. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, если тут, если рядом местные власти не позакрывают мелкие кафе, значит, я думаю, что это и строиться не будет. Но еще один смешной проект – это производство семян кукурузы в Кричевском районе. Они хотят венгры хотят поставить там свой завод и производить семена кукурузы. То есть там откалиброванные они, эти семена, хорошие гибриды, понятие гибрид, сорт не будем говорить. Это я просто для специалистов, чтобы они потом меня не словили на этом понятии сорт. Да. Гибриды будут обрабатываться фунгицидами, это средства борьбы с болезнями, и продавать нашим потребителям. И опять же возникает вопрос, ребята, ровно 20 лет тому назад такое производство существовало на предприятии «Семена трав», которое находится по улице Первомайской. Там привозили из Молдавии кукурузу, там ее растаривали, там ее обрабатывали ядами и продавали. То есть в данном случае никаких тендеров не проводилось, они просто продавали по хозяйствам. Где это все делось? Почему на сегодняшний день мы должны завозить семена кукурузы из-за границы, которая стоит ровно в 5 раз дороже, чем белорусское производство? Я понимаю, у нас было там 5 раз ровно, 5 раз дороже. Причем это, опять же, это не расчетный показатель, это из газеты «Земля и люди». То есть, если взять подшивку «Земля и люди» газеты и прочитать рассуждения наших чиновников и ученых, которые анализируют данную ситуацию, которые давно уже предлагают поставить крест на интенсификации производства, вернее, не интенсификации, а насыщению рационов кукурузными кормами, в частности, кукурузным силосом. Вот что. Так, позвольте, это мы что, сами не можем делать? Позвольте, что мы заранее ставим белорусское сельское хозяйство в виде могилевского сельского хозяйства в какое-то невыгодное положение? То есть здесь опять же мы видим коррупционную составляющую. Какой проект не возьми, который на сегодняшний день реализуется с участием могилевских чиновников, это проект провальный. Это проект, который ложится на плечи простого производителя, простого потребителя, простого гражданина Могилевской области. Поэтому я бы сказал, что я особого пиетета не испытываю к тем телодвижениям могилевских чиновников, которые производятся ими в экономике. Но и мы что? Мы видим, в конце концов, и результат. Мы видим рост убыточных предприятий. Мы, допустим, смотрите, за 10 месяцев сельское хозяйство, которое, кстати, на 4% приросло в этом году к уровню прошлого года, и оно здорово нивелирует то снижение объема производства, в частности, в промышленности. Да? Так прибыль в сельском хозяйстве в этом году уменьшилась на 26%. И в данном случае, я бы хотел привести пример. Мы говорим про статистику, да? Смотрите, за 10 месяцев что у нас получено? Зерновые меньше на 3%, картофель на 3%, я не буду там десятое, да? Реализация скота и птицы на 0,70% уменьшила, производство молока на 4,5%, яйца производство уменьшено на 1,1%. Извините, а тогда за счет чего обеспечен рост на 4%? К уровню прошлого года. И мы начинаем смотреть, что мы кормов заготовили, мы зерна кукурузы дали. Кстати, именно зерном кукурузы перекрыт в Могилевской области этот минус производства зерна 96,7% к уровню прошлого года, а кукурузы они перекрыли. У нас на сегодняшний день 103%. Но если внимательно посмотреть на статистику, то это статистика не Могилевской области,
области как раз, а вот то, что дает Минск, Белстат. И там мы видим резко возросло производство зерна-сенажа в Могилевской области. Почему? Потому что это один из способов поднятия урожайности зерновых культур. То есть зерновые, допустим, с какого-то участка убираются, залаживаются в сенаж, и туда списывается зерно, например, 50 центнеров за гектара. Хотя в целом хозяйство может получать и 30%. То есть вот эти вот, скажем так, статистические шалости, они ломают полностью представление о уровне развития сельского хозяйства в Могилевской области и в целом Беларуси. Вот как раз у меня в руках блокнотик, который может продемонстрировать некую ситуацию в целом по экономике не только значит, Могилевской области, но и Беларуси. Секретный блокнотик. Ну, секретно, не секретно, он продается у нас в киосках. Кстати, он произведен в Ростове. Это не ваши личные записи? Нет, это мой блокнотик, и в этом блокнотике есть довольно интересная вещь. Ну-ка, вот. ну-ка. На мой взгляд, мы могли бы сами производить эти блокнотики, а не импортировать их за несколько тысяч километров. Вот. Причем такой продукции довольно много в наших торговых точках, хотя мы производим и хорошую Так, бумагу. а в чем прелесть этого блокнотика? Что... Прелесть всего в том, что здесь у меня есть одна наклеечка, вот такая вот, да. Вот. Я сначала не обратил внимания. Смешно, правда? Смешно. Топорище деревянное большое. Большое. Я сейчас покажу зрителям нашим. Вот. Топорище это произведено, я его купил в Шкловском магазине Репотребсоюзовском за 25 500 рублей весной. Тогда еще недономинированные 2 рубля 50 были. копеек сейчас, да. Да, 2 рубля 55 копеек. А вот, ну, как-то купил, потом обратил внимание на этикетку. Город Павлово, Нижегородская область. Ну, то есть топорище завезли... За 1200 километров. Которое на Быховском рынке лежит да, «Бери не хочу». «Бери не хочу». Любого размера. Более того, я вернулся... И там насадят сразу, там и топор или молоток там насадят. Я вернулся обратно в этот магазин. Так. И с удивлением там обнаружил топорище местного производства по цене 48 тысяч рублей. То есть дороже в 2 раза? Да, в 2 раза дороже. Ну вот маленькая деталь, правда, но она характеризует нашу экономику. Что-то я тут не могу понять тогда, в чем прелесть этого блокнота или топорища? Нет, топорище, оно до сих пор мне служит. Прелесть этого блокнота. Блокнот то это есть оно хранит. Я понял, да, этикетки это... такие собираете? Ну, изредка этикетки. У меня есть один фонарик китайский, который у нас аналогичный стоит 53 тысячи, ну, так удобнее, да? А китайский я купил за 33 тысячи. Плюс батарейки. Да, и вот он у меня исправно служит уже какое-то время, и мне почему-то не хочется покупать фонарик белорусского производства. Вот что. Таких вопросов много. И столовые какие-то там ножики и так далее. То есть это мелочь, это быт. Вот. Вывод какой, что обратите внимание на простой пример, как разница итоги работы рыночной экономики и нашей белорусской экономической модели. Просчитайте, откуда этих 48 тысяч рублей делали такие же люди. Плюс провезли за 1200 километров. Вот в данном случае, я хочу сказать, если через призму этого топорища посмотреть на всю эту экономику, мы начинаем понимать, почему президент уже 20, ну, может, не 22 года, в последнее время ходит по всему миру с протянутой рукой, и почему ему не дают деньги, потому что у нас топорище стоит 48 тысяч рублей. Потому что для производства такого топорища не надо иностранные инвестиции. Начните с малого. Начните с одежды, начните с обуви, начните с этих самых каких-то иных вещей обихода. И выйдете потом на МТЗ, и выйдете потом на БелАЗ. Ведь когда мне многие говорят, что вот, ну, иногда подсказывают, давайте закроем МТЗ. Это убыточное производство, но нам не надо. Ну, во-первых, если закрывать убыточное производство, практически все промышленные предприятия надо закрыть. Практически все колхозы надо разогнать. Куда деть людей? Ну, экономисты наши говорят, что надо им дать удочку, а не рыбу.
Вот они с этой удочкой пусть идут ловить рыбу. То есть это образование, это возможность себя реализации. Тоже за один день это не сделаешь. То есть когда на Свислочь выйдет 19 тысяч рабочих с удочками ловить рыбу, там Рыбы нету. Рыбы-то то нету. Да. Куда они, А как менталитет переделать? А как, да. То есть дело не в МТЗ, дело не в людях и дело не в топорище. Дело в той экономической модели, которая нам сверху насаждается. Я обычно провожу аргумент за завод МТЗ. Минский тракторный завод сегодня экспортирует свою продукцию, вдумайтесь, в 60 стран мира. Значит, там есть что-то хорошее. Да. Значит, дело не в МТЗ, а, наверное, в той системе управления, той системе давления, которую испытывает наша промышленность и в целом, которую испытывает МТЗ. То же самое и с МАЗом. Ведь мало кто знает, что Германия 2 года тому назад для продукции МАЗа представила бесплатно площадки, чтобы МАЗ выставил свою продукцию в Германии. До сих пор ни одна единица продукции туда не ушла. Почему? Потому что примерно 2 года тому назад начались аресты топ-менеджеров белорусских предприятий. То колбасы там она 3 тонны взяла на представительские расходы, а оказывается она сама эту колбасу съела. Вот что. То там, значит, по заниженным ценам, значит, продукцию куда-то, казалось бы, сбагрили. Хотя продайте вы эту продукцию за хоть какие деньги, чтобы их вернуть, чтобы она не ржавела. То есть, если бы у нас были рыночные отношения, если бы у нас руководители предприятий принимали решения, значит, ценового характера, значит, инвестиционного характера, да у нас республика бы процветала, даже при том уровне развития производственной, который мы сегодня имеем. С другой стороны, вот я заметил такую вещь, что все коррупционеры, которые сидят сегодня за решеткой или которые вышли, они оканчивали Академию управления при президенте Республики Беларусь. Да, все, почти 100%. Нет, 100%. 100%. Это точно. Это данные, опять же, из прессы. Это не то, что там вот под настроение. То, что не скрывается да, даже. Они даже не скрывают. Значит, при аналитике не скрывают правоохранительные органы. Значит, кстати, эти же правоохранительные органы не скрыли в том, что в прошлом году в Могилевской области было за коррупцию арестовано 10 депутатов разных уровней, в том числе бывший депутат Палаты представителей. Вот что. То есть, это уже, наверное, не удивительно. Это как в порядке вещей, по-моему. Ну да. Вот эта вот модель, которая у нас на сегодняшний день создана, она сугубо коррумпирована. Скажите, кто ставил директора вагоностроительного завода, который взял взятку самую крупную в истории Могилевской области, и которую вряд ли кто перешибит? $700 тысяч. 692 тысячи долларов. Вы можно не работать. Зачем дальше? Это одно, что можно не работать. Но эту взятку надо отпахать. Отработать надо взятку. Ведь дала коммерческая структура, которая рассчитывает не только вернуть эти деньги, а, допустим, в 10 раз. То есть, смотрите, заведомо экономика вагоностроительного завода падает примерно на 7, а то, может, на 10 миллионов долларов. Что, некому отслеживать эту ситуацию? Что у нас некому, скажем так, заниматься подбором кадров? Хотя, глядя, что у нас работают бывшие осужденные в аппарате райисполкома, Шкловска, Могилевска, так извините, наверное, и некому. Наверное, кому-то это выгодно. Значит... Хотя раньше статья была там без 3-5 лет, там 10 без права руководящих должностей, там Слава, кто успевает выходить, и тут же Слава гнать драной метлой. И никаких 3 и 5 лет. Понимаете, создается впечатление, что у нас без этих преступников экономика не может существовать. У нас сегодня бывший преступник, который бывший, да он и сегодня этот преступник, в свое время на автомобиле сбивает женщину, скрывается с места, значит, с места преступления. Вы сейчас о Барановичском... Я сейчас заместитель председателя исполкома Шкловска. Вот что. Что это за история? Да, это довольно интересная была история. Он работал, имея непогашенную судимость, председателем Шкловского райсовета. Господин Павлович его фамилия, да? Значит, на выборах мы его прокатили, то есть это наша работа демократов, мы распространили эти сведения, люди нас поддержали, и неожиданным образом и в райисполкоме пришли к выводу, а зачем им эти проблемы? Конечно.
Он помыкался без работы, пришел кому-то, наверное, стал на колени, и его назначают неожиданным образом зампредседателем райисполкома, предшественника Кокторга на 3 года закатали в тюрьму. Он, правда, уже сам вышел. То есть судимый человек сменил осужденного человека. Это что, вертикаль? Это что, система управления государством? Поэтому я хочу сказать, вот эти проблемы, которые там наверху, значит, неужели ты думаешь, что Лукашенко не знает, кто ворует у него? Просто воруй, не бери ты каждый день, воруй там, ну, по рангу, что ли. Говорят, Коваленко, этот борец с коррупцией, председатель Бобруйского райисполкома, да, или горисполкома, это уже не важно, какая структура. Но ведь говорят, что брал то каждый день, то есть каждый день к нему приходили, и как, ну, на беседу они должны были иметь какую-то сумму денег, если ты желаешь реализовать какую-то свою идею. Конечно, так не должно быть. Конечно, правильно, что их отлавливают и садят. Но если принципиально отнестись, надо пересадить всю эту вертикаль. И председателя исполкома, и всех зампредседателей исполкома. Может быть, я ошибаюсь, но зная, какая ситуация на сегодняшний день в Шкловском районе, когда один зампредседателя, который курировал сельское хозяйство, получил 14 лет тюрьмы. Масштабы воровства, вдумайтесь, на тот момент примерно 80 миллиардов рублей белорусских. Вот то, что нанесен был какой ущерб. Ну, конечно, он поимел, он довольно приличную сумму получил. За 14 лет он получил 200 миллионов рублей, купил сразу же шикарную машину, самую лучшую в Шкловском районе, ну и сегодня сидит. Стоило ли бы? Ничего не бояться. Ничего не бояться. Управляющая делами, как только на Шкловского райисполкома, как только, кстати, председатель избирательной комиссии, как только появилась возможность племяннице там сорганизовать квартиру, быстренько сорганизовала. Ну, ее помиловали. Вот что. То есть она не села в тюрьму. Ну, ходишь сейчас по Шклову, неприкаянная такая. Раньше она была величина, аж. Или этот Семенкевич, который, значит, также погорел на квартирном вопросе. Ребята, вам что, мало? Или это череда посадок в Шкловском жилкоммунхозе, которые утверждает Шкловский райисполком, и которых лично последнего, который воровал миллиард рублей, лично привез Бойко, председатель Шкловского райисполкома. Поэтому, может, не там ищем, может, надо все-таки брать за шиворот руководителей райисполкомов, там, облисполкомов и с ними разбираться. Петр, наши некоторые зрители могут подумать, что вы это из черной зависти, и если бы вы оказались на этом месте, вы были бы такой же, потому что вы были бы в системе. И молчали бы в тряпочку, и делали бы, и брали, и думали бы, ну, даже если есть выбор взять крупную взятку и отсидеть, но я потом выйду, у меня будет на всю жизнь, и там детям моим хватит, то я лучше рискну, потому что другого варианта в этой стране нет. Ну, спасибо, что вы так нарисовали мою перспективу. Не как вашу. Я знаю, что многие зрители так прокомментируют ваше вот вы последнее знаете, кто выступление. меня знает, я работал 12,5 лет председателем колхоза. Вот я обращаюсь к тем людям, которые работали со мной, и вот они знают, что у меня ни разу не лежало колхозное мясо в холодильнике. Ни разу. То есть я не брал, я держал корову, это держал очень громкие заявления, потому это что очень громко. Ни один не скажет, что я взял взятку. Председателем колхоза да, что-то не взял невозможно. взятку. Ни разу не взял взятку. Может, поэтому вы не работаете? Ну, были мне предложения разные, но я отказывался довольно высокого ранга. Я отработал 10 лет, значит, 10 лет доцентом университета, да. И вот я хочу сказать мне, почему я ведь еще ушел из университета, потому что я понял, что меня посадят. Вот, меня ректор, мы с ним беседовали 40 минут, он... За что посадят? За взятку. То есть вам спровоцируют? Спровоцируют, конечно. И было 3 провокации. И когда ни за что, за то, что давали, допустим, взятку 100 тысяч рублей, довольно крупная сумма на тот момент, значит, только за то, что я согласился перенести зачет человеку. Ну, мне какая разница, идет сессия, человеку надо уехать куда-то там. Я говорю, иди согласовывай не со мной, иди с деканатом, пусть дают направление. Дадут, с деканата позвонили, там вопросов нет, я говорю, никаких, пусть приходит, сдает. Пришел человек, сдал, ответил на все вопросы.
никаких проблем. И вдруг в зачетке 100 тысяч рублей. Я выбросил, конечно. Или, допустим, подошел ко мне студент, я его до сих пор, до этого, кстати, не видел, и попросил проконсультировать по экономическому вопросу. Я его проконсультировал буквально значит, там 5-10 минут. Он так восхитился моими рекомендациями, он долго тряс мою руку, что не принято в принципе в отношениях студент-доцент, да, и потом, когда он пустил руку, я вдруг что-то почувствовал в руке, я разжал, а там $20 лежит. То есть вот, конечно, если бы там лежало 2000, я, может, сердце бы и зашлось. Вот что, $20. Но я где-то просто так воспитан, да. То есть человек, когда вот он боится, но берет, он когда не попадается. Это как водитель, который за рулем пьет, но думает, что вот раз прокатил, и два, и он теряет бдительность, в конце концов его лишают прав. Так и здесь. Попадается, особенно среди преподавателей. Но что удивительно, взятки берут многие преподаватели вузов, а вот почему их не арестовывают, да очень просто. То есть ложится пятно на систему образования, ложится пятно, в частности, на руководство. Вот, насколько я знаю, когда последние арестовали доцента из Могилевского университета продовольствия, ректора предупредили. Еще один такой случай, и ты вылетаешь с работы. Вот что. То есть в данном случае, если управление университетом, руководство университетом мало способствует раскрытию взяток, то в данном случае, конечно, оно будет этому препятствовать. То есть оно не будет афишировать. Да, личные беседы там были, да, люди как-то не осторожничать стали. Но, тем не менее, проблема взяток в системе образования, она на сегодняшний день присутствует. Люди плохо живут. Сегодня у доцента такая зарплата, что стыдно сказать. Вынужденная. Да, поэтому надо и одеться. Надо, может, и на машине проехать. Может, там где-то дальше здоровье. есть. Сейчас же да, и здоровье тоже не дешевые. Поэтому кого тут виноватым делать? Конечно, виноват доцент, который берет эту взятку. Берет руководитель, который... Какую бы вы должность не отказались, если бы вам предложили сейчас? Или вы просто ждете смены власти для того, чтобы еще поработать и помочь этому государству? Ну, во-первых, я пенсионер. Вот, я сейчас на пенсии. Ну, вы очень активный пенсионер. Очень активный. Не лукавьте, вы еще могли бы принести пользу. 5-7 лет впереди, вот если мне поручить участок работы, причем без мотивации в смысле вознаграждения. Вот будешь хорошо работать, ты будешь получать там, допустим, $1000. Будешь плохо работать, $500. Вот есть контракт, вот есть какая-то зарплата, ну, как положено, допустим, $300. И хорошо, я буду работать. И я буду работать с полной отдачей. Потому что в самом деле вот это вот советское воспитание, оно имеет много плюсов. Вот эта вот идейная составляющая трудовой деятельности, она у нас живет, она никуда не денется. Трудоголиков и трудовой дисциплины такой сейчас очень такой пример. Вот, я по себе хочу сказать, что последний раз по своей вине я куда-либо опоздал в 1996 году. И мне было очень стыдно от того опоздания, что я поклялся больше никуда никогда не опаздывать. Ну вот уже, знаете, 20 лет как никуда не опаздываю. И эта вот система самодисциплины, она ведь переносится примерно на производственную деятельность. Нашим зрителям нужно брать пример. Совсем недавно Лукашенко сказал, надо умереть, но зарплату $500 сделать. Кому надо умирать? Это что за намеки и куда этот бросочек, в чью сторону? Или это просто популизм очередной? И многие руководители сказали, лучше умереть, чем $500. Нет, наверное, надо начать умирать с президента. Вот ты сказал, что надо умереть, и ты, если задача... Нет, он сказал чиновникам. Стоп. Вы должны... Если эта задача не выполнена, потому что посыл-то от тебя исходил. Он дальше дал задачу надо... экономистам и чиновникам. Он не про дальше, себя. Экономисты как раз серьезно не воспринимают эту идею президента, потому что на самом деле это идея, вот, а не подкрепленная, значит, никакой экономической базой, никакими предпосылками, потому что у нас нет рыночных условий. То есть это вообще нереально. И я хочу сказать, если сейчас Беларусь окунуть в сугубо рыночные отношения, так, извини, будет хуже. Там уже и $100 не будет. Вот, поэтому, конечно же. Но с другой стороны,
стороны, Александр, ну что тебе мешает напечатать денег и дать людям? По $500 Может, минимум. это и будет? Вот, Может, это так? не важно. Дело в том, что тут еще вот эти противные цены, которые вот они только ждут этого момента. То есть ты им дал по $500, И цены они не такие смелые, как кажется. Они И делают будут в ожидании 3-4 месяца, а потом все это обваливается, и вдруг оказывается, лучше бы $200 получать, чем 500, потому что после 500 реально оказывается $100. Ну, Вот. тогда можно выбрать, что покупать, что нет. $500 будет, но можно что-то покупать, и что нет, и что-то Но это не может заработанные деньги, потому что если посмотреть на структуру себестоимости, мы должны понимать, что в этой структуре себестоимости продукции зарплату желательно, чтобы она не превышала 30%. И будет По-любому это может зашкалить и 70, и 80% моментально, а там же надо закладывать и прибыль, хотя рыночная экономика, мы говорим, что там это некая стихия, там цены формируются на рынке, но извините, когда мы выходим на рынки, мы просчитываем, что мы с этого будем иметь, и мы в эту цену все-таки закладываем прибыль, и зарплату, и прибыль. Но если там зарплата будет $500, вот, скажем так, условно, в этой единице $500, и прибыль там $100, и материальные затраты там $1500, так извини, кто будет покупать твою продукцию? Только белорусские предприятия. Кстати, я хочу сказать, некая была дурь в Белоруссии, которая называлась тендером. Да? Должен заметить, что отдельные члены тендерных комиссий самые богатые, наверное, в Беларуси. То есть это хорошее изобретение рыночной экономики, хорошее, скажем так, действие стороны правительства, что оно насаждало тендерные покупки. Но там почему-то побеждали те, кому надо побеждать. Смотрите, что сейчас происходит. Как только дали государственный заказ строймашине, строймашина находится в состоянии банкротства, она уже несколько месяцев получает прибыль. Госзаказ чего? Поставка оборудования, в основном это Беларусь-Калию. Раз, да. Второе. Могилевский металлургический завод. Он сейчас занимается поставками на белорусскую атомную электростанцию. Вопросов нет. И зачем там проводить какие-то тендеры? Если пусть даже чуть-чуть наша продукция, белорусская продукция чуть-чуть дороже, но это деньги, которые вращаются внутри государства. Пусть меня сейчас экономисты независимые посмеются, но выгоднее чуть дороже купить белорусскую продукцию, чем дешевле купить иностранную, потому что деньги уйдут за пределы республики. Эти деньги потом можно будет изъять с той самой продукции атомной электростанции и так далее. Нам нужна атомная электростанция? Нет, мы не говорим, нужна, может она и нужна. Я хочу сказать скорее еще, что она нужна, но должно быть качество исполнения. Потому что, в самом деле, мировая тенденция такова, что они будут прорастать, мировая экономика будет прорастать атомными электростанциями. Но в данном случае мы не говорим о качестве исполнения, мы говорим о факте. Дальше антипример. Белорусская железная дорога объявила тендер на покупку железнодорожных вагонов. И с какого-то бодуна в этот тендер они пригласили заведомо проигрышный вариант для белорусов. Это производители вагонов России и Украины. Украину ты вообще ничем не перешибешь. Они подгонят тебе современный вагон, который 1,5 раза дешевле стоит. Так вот, тут ситуация, она в пользу, антипример, который сказался на финансовом положении вагоностроительного завода, но с другой стороны поступили благоразумно. Они реализовали вагоны своей железной дороги белорусской ниже себестоимости, они в убыток, но они хоть какие-то средства вернули, которые, скажем так, пополнили оборотные фонды предприятия, и таким образом предприятие дальше стало работать. По этому поводу у меня есть вопрос. Будучи там иногда в Россию едешь, да, и видишь, что белорусские товары дешевле, чем в Беларуси. Это можно просто объяснить на товары, которые это идут стопорищ, чем какой-то пример. Почему здесь этот же товар? Я отвечу на этот вопрос очень просто. Экспорт
не облагается НДС, налогом на добавленную стоимость. Вот 20% с цены, условно скажем так, сбрасываете и получаете цену реализации там. Второй момент, ведь у нас продовольствие, если речь идет о продовольствии, значит, оно реализуется в убыток. У нас экспорт сельхозпродукции убыточен для экономики, для сельского хозяйства Беларуси. Вот что. То есть мы, в принципе, можем это и демпингом назвать. Демпинг – это реализация продукции ниже себестоимости. Можем и демпингом. То есть мы таким образом держим рынки. Ну и согласитесь, все-таки русский рубль или там американский доллар или евро, они все-таки более солидно в кошельке чувствуют, вернее, обладатели этих денег более солидно себя чувствуют, вот, чем, допустим, обладатель белорусских рублей, которые можно у нас напечатать. Вот, поэтому, с одной стороны, мы вынуждены продавать по той цене, по рыночной цене, которая там воспринимается, а с другой стороны, вот эта вот разница в цене, от которой снимается налог на добавленную стоимость. Вот этим можно объяснить. И насколько это выгодно предприятию? Ну, предприятию может быть и не выгодно как таковому, потому что... Так, а смысл тогда? Я объясню ситуацию. Откуда возникает? Вот, допустим, наши перерабатывающие предприятия в Могилевской области, которые работают на экспорт, они увеличили прибыль за 10 месяцев в 1,8 раза. При этом кредиторская задолженность сельского хозяйства возросло тоже в разы. То есть у них там рыночные цены, а тут закупочные цены. Вот, конечно, можем говорить, что дорогое молоко, что у нас низкие надои и так далее. Это другая ситуация. Но вот успешность перерабатывающих предприятий, она формируется как раз за счет нищеты производителей. И у нас, ведь кто у нас живет? Который посредник. Это живет торговля неплохо. Это, хотя и оптовая и розничная торговля в Могилевской области падает от года к году. Очень тревожный симптом. Значит, почему-то живут банки. Банк – это посредник. Вот. И почему-то у нас банкир – это чуть не лучшая какая-то там профессия, на самом деле лучше. То есть у нас есть некий пиетет перед профессиями, перед структурами, перед посредниками. Вот. На самом деле пиетет должен быть перед производителем, рабочим классом, колхозником, условно так скажем. Тот, который перед строителем, вот те, которые формируют реальный продукт. А уже с этого продукта живет и все остальные отрасли, которые не входят в перечень реального сектора экономики. Вот заканчивается год, да? Есть ли у вас какая-то информация и ваше мнение по поводу, как в этом году сельское хозяйство сработало? Пусть по Могилевской области. Ну, я вам уже проводил те цифры, которые изменить невозможно. Это производство картофеля, зерна, да, молока. Вряд ли Могилевская область, хоть там и плюсует на сегодняшний день полкилограмма на одну корову, но они этот минус не закроют. Вот. То есть производство основных видов продукции, молоко, мясо, яйца, зерно, оно упало. Вот. Причины есть причины. У плохого хозяина всегда есть причина. То засушило, то залило, да, то плохие почвы. Это очень причины, основательные. Да, основательная причина. Да, куда ты денешься, правда? Но нет. А то, что ты посеял морковку на песок, в песок посеял морковку или там свеклу в песок. Ну сейчас же агрономы грамотные, кто ж посеет-то в песок? Ну, они же оправдываются. Вот по Быховскому району, по Лутчицам, значит, там руководители оправдываются. Вот, весной мы посеяли в песок, была засуха, и там не взошли посевы, взошли, там низкая урожайность. А предусмотреть то, что может быть засуха, это слабо? Нет, это слишком далеко для них. У них посеять. Вот они посеяли, а потом думать уже будем про засуху. То есть сначала нужно сдать план посевной. Ну, мы не будем в эти детали. Я сам агроном, кстати, по специальности, поэтому мы погрязнем в этих рассуждениях. На самом деле надо, чтобы был хозяин на земле. Вот у фермера почему-то все растет, и не только у фермера, у бабушки, которые... Вот, мы про старушек говорили, за 80 лет она что не посеет, у нее все взойдет, и, внимание, она все уберет. А тут
миллиарды рублей основных средств, трактора современные, машины современные, орудия современные. Масштабы И у нас, бабушки колхоза это раз. извините, там ручной труд, а там же машины. Ну, у нас же сейчас уже современное культиваторы сельское и хозяйство. газонокосильщики. Ну, мы не будем перечислять, просто современное оборудование. Многое иностранное оборудование, там зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, то, что можно у нас самих производить. И оно может работать. И не надо там слишком шапку ломать перед этими западными фирмами и плакать, что у них лучшая, более производительная, народная и надежная техника. Так у нас мы закупили за границей при Лукашенко 31,5 тысяч зерноуборочных комбайнов. Мы что, не можем это самое? Или там, допустим, закупили более 18 тысяч тракторов энергонасыщенных. А мы что, сами не можем это производить? У нас 2 комбайновых завода, Лида и Гомсельмаш. Вот эти деньги, которые пошли на закупку, это ведь разный секонд-хенд изначально закупался. Вот даже Штоцагра фирма, которая пришла, меня спрашивали в Минской области работы, спрашивали, что им надо в сельском хозяйстве. Я говорю, поверьте, пройдет время, они начнут гнать ломаную технику из Германии, чтобы вот тут вот продавать. Таким образом уничтожили фактически, значит, Бобруйский агромаш, Гомсельмаш, Лидсельмаш, всеми этими покупками. А теперь представь, если бы эти объемы валюты, которые затрачены на покупку импортной техники, допустить в развитие своей производства собственной сельскохозяйственной техники, да, тестировать эту технику на международных рынках. Ведь трактор же покупают в 60 странах мира. Почему бы лидский комбайн, который на сегодняшний день он намного лучше, чем Гомсельмаш, Гомельский, да, почему он не может сегодня работать? Он производительный, он маневренный, да. Джон Дир, он может убирать дождь, идет убирать. Но почему не подсмотреть эти технологии, в конце концов, если своих мозгов не хватает? Сам президент сказал, но если не можете, украдите, лекала сделайте. Все правильно. Он, кстати, правильно сказал. У нас же воруют, им почему не воруют? Почему опыт Ростовского комбайнового завода значит, не использовать? Ведь в свое время ростовский Ростельмаш, значит, комбайн, значит, он Джон Дир перебивал на 0,5 килограммов в секунду больше пропускал через себя зерна. Да. Тот пропускал 11,5 килограмм за секунду, а ростовский, значит, пропускал 12. Где все это делалось? Хотя говорят, что российские комбайны сейчас самые современные и подтянулись. И я хочу сказать, рынок сельхозтехники белорусской сужается, впрочем, как рынок свинины. Но я вам скажу, что я в Гродненской и Брестской области не видел российских, там только немецкие и шведские. И даже нету Гомсельмаша. Как так? Солидарен с вами, потому что они рядом с границей. И больше возможностей, потому что есть шикарнейшее лобби в Министерстве сельского хозяйства. Говорят, что это самые богатые чиновники у нас, это в Министерстве сельского хозяйства. Потому что уже смеется весь мир, там откаты за реализацию этой техники, откаты шикарные. Так вот, если бы не было импортной этой техники, а довели свою до ума, а ее можно довести, если это уже твое дитя, Гомсельмаш, это если чиновники твои, если это твое государственное предприятие, так возьми за шиворот этого директора, или вышвырни с этого предприятия, или заставь его работать и производить современную технику. Так вот, не было бы и коррупции. Ну вот мы коррупция, откаты, это нам так кажется, мы к этой системе не вне системы. А может быть, это такой бизнес у них? Это бизнес чиновника. Да, ну у нас же вопросы это бизнес. Вы были бы там, и у вас это был бы бизнес. Вы бы никуда не делись. Почему меня надо ставить, значит, в ранг, значит, чиновника какого-то? Вот раньше была такая игра. Что бы я сделал, если бы я был президентом? Вот, то есть, вот я президент, я выстраиваю некую цепочку действий своих, да, и в том числе организация экономики. И мы вдруг увидим, что от государственной собственности надо избавляться. Надо продавать эти заводы, с умом продавать. В самом деле Лукашенко прав, когда говорит о том, что надо сохранить трудовой коллектив. Но надо по-умному. Если там, значит, вот в начале 90-х работало, допустим, химволокно 1018 человек, из них 6 тысяч – это бухгалтера, экономисты, значит, инженера и так далее. Зачем? Потому что там была такая мафия,
там дети, невестки, любовницы, жены, внуки и так далее. Там целые династии. А сейчас? Я понимаю, династия там рабочего класса, но у нас же династии дипломатов есть, династии чиновников и так далее. Это сейчас балласт. процветает. Это именно так, белорусской экономики. Но давайте мы пригласим иностранные инвесторы. Вот покупай завод, допустим, Гомсельмаш. Миллиарды, по-моему, пошли бы в страну. Если бы вот изменилась эта ситуация. Да, то есть не надо, Мы на одних инвестициях выросли не бы. надо на миллиарды, значит, надо за одну базовую продать, но разберись, представь свои планы по оптимизации работников данного предприятия. Да, не распуская, не угробив да, не угробив производство, и мы Модернизацию должны проводить, модернизацию и так далее. Далее создай рабочие учебные места, чтобы люди прошли обучение. Да, такую систему возьмет многие инвесторы возьмут на себя это, понимая ситуацию Это в Беларуси. понимают все, по-моему, даже и там понимают. Но что мешает это сделать? Причина. Нынешняя власть. Поэтому, когда в начале беседы мы говорили о том, что сделать, надо, чтобы эта власть каким-то образом ушла. Причем ушла в полном составе, начиная от президента, кончая председателем Чеченского совета. На фоне, в преддверии, скажем так, Нового года фон экономический не очень радует. Но праздники никто не отменял, дорогие друзья. Будем радоваться тому, что у нас же всегда надежда умирает последней. Спасибо, Петр, за подробности. Хотя один мой знакомый бармен сказал, будучи не кандидатом экономических наук, про экономику Беларуси сказал одним словом – хреново. Но это я с ним солидарен, да. Да, но вы более подробное слово «хреново» расшифровали. Спасибо. До новых встреч. Спасибо и вам. А вы, зрители, задавайте новые вопросы Петру Мигульскому, и я с удовольствием с ним встречусь, если он не откажет. Через месяц, когда Через будут месяц. итоги 2016 года. Ловлю вас на слове. Всего хорошего, с наступающими праздниками и с наступающими вас расходами. Не знаю, что вы будете расходовать пока. Но настроение плюс. Удачи всем!